Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы абмяркоўваем падзеі як звычайна у Беларусі і за яе межамі. Як мы вам і абяцалі, да нас нарэшце далучыліся прадстаўнікі чарговага выбарчага спісу па выбарах у Канстытуцыйную Раду, і гэтым разам у нас з намі на сувязі лідар выбарчага спісу «Закон і правапарадак», кіраўнік аб'яднання былых сілавікоў «Байпол» Александр Азаров. Добрый день, спадар Александр. Добрый день. И нумар 6 гэтага ж самага спісу былы баец АМАПа и снайпер Сергей Макар. Добрый день, спадар Сергей. Добрый день всем. Вот так вот спокойно, разважливо, по-снайперску отказал нам спадар Сергей. Давайте с чего пачнем. У меня, дарэчы, ёсць такие и агульные темы и абмеркаванні, тым больш что спадар Александр знаходится у Киеве и маеш такие сустрэчы и навіны адтуль. Ці пачнем адразу с выбарчай тэматыкі, с выбораў и по гэтым пройдемся. Что подкажете? Якая ваше бачанне? Начинаем с главного, с выборов. С выбораў. Ну тады раз спадар Сергей узяў на сябе вось гэтую такую ролю камандаваць нашим эфиром, яго планкай, таму я до вас, спадар Сергей, і звярнуся. Мы з вами сустракаемся упершыню, хай і віртуальна, але ў любым выпадку вы упершыню в эфиры Еўрарадыё, і па шчырасці я нават і раней і ў іншых СМІ не бачыў ваших выказванняў, ваших інтэрв'ю. То есть вы такая не медыа персона. І скажите мне, кай ласка, что вас примусило выйти из такой с нормального жыцця, с нормальной каляіны жыццёвай и убиться у гэтую вось незразумелую ситуацию с выбором у Координацыйную Раду? Навошта оно вам потребно? Ну, в начале должен как бы сказать, что первое и самое важное, это мы должны реализовать свои, как мы считаем, важные и нужные принципы для того, чтобы люди смогли осуществлять свои права, в том числе избирательное право, в законном порядке и без нарушений. Это очень важно. Почему именно сейчас? Я могу так ответить на этот вопрос, потому что сложилась такая ситуация, когда мы вынуждены помочь другим понять, почему только сообща и только сделав определенные необходимые действия, можно сдвинуть эту ситуацию с так называемой мертвой точки. В общем, если коротко, то это вот так. Калі там зусім коротко, то вы вырашылі, што час прыйшоў, хопіць адсіжвацца, трэба неяк вот спрабаваць разруліваць ситуацию и долучаться до процессу. Ну, вы все правильно, хорошо понимаете. Единственное, что я могу сказать, что я не вырашил, а сказать, если уже полностью честно быть с вами откровенным, то меня к этому подтолкнула одна из ситуаций. Если коротко вам рассказывать, то просто для того, чтобы все были в курсе, почему именно так и именно сейчас. Меня не так давно остановили за превышение скорости, и как бы ничего там не делали, но на мониторе я увидел, что меня разыскивают как террориста. То есть там на местном языке было такими большими красными буквами написано «соблюдать особую осторожность», все там опасно и как бы непредсказуемо и все такое. Я, конечно, постарался как можно более лояльно и не показывать о том, что я, мягко скажем, немножко разозлился. Спросил у них, откуда такая информация, и могут ли они мне объяснить, почему. Они сказали, что у них никакой информации нет по поводу того, что я террорист или я в розыске или там чего такого, и пожелали мне быть внимательным на дороге. Я, естественно, им ответил, что я не далее, как завтра или послезавтра
появлюсь в местном полицейском участке для того, чтобы задать этот же вопрос, они сказали, что, пожалуйста, конечно, вам там все объяснят. Но когда я появился здесь, в участке местном, они были просто немножко напуганы, это было явно видно. Мне сказали, что у них нет никакой информации, но я понял, что это не открыто, просто они не хотят портить отношения, и как бы, может быть, они даже и не доверяют той информации, но в то же время они опасаются. И вот это меня очень сильно задело, потому что я считаю это не по-офицерски. Я считаю, что это нечестно. И я категорически против того, чтобы меня или там какого-то другого силовика, или там не имеет значения кого, просто так безосновательно обвинять в каких-то нарушениях, которые не имели места абсолютно. Это недопустимо. Поэтому сейчас меня это подтолкнуло к такому шагу, чтобы свое умение, свой опыт, свое знание всей этой ситуации изнутри, снаружи и так далее использовать для того, чтобы поставить, в конце концов, Беларусь на демократический путь развития, для того, чтобы показать народу, что не все силовики, будем говорить, допускают нарушения закона, некоторые, наоборот, желают соблюдать этот закон в том контексте, как он и должен соблюдаться, для того, чтобы все люди чувствовали себя свободно, все могли свободно передвигаться, что сейчас затруднительно, вы сами понимаете, свободно волеизъявлять, свободно зарабатывать себе на жизнь и все, что с этим связано. И я приложу, в случае, конечно, если люди нас выберут, я приложу все свое умение, опыт и знания для того, чтобы реализовать свои начинания в так называемой демократической Беларуси. Спасибо. Спадар Сергей, я просто удакладніцца, я так не до конца не зразумеў, що ж таки вы высветлілі для сябе, адкуль вы з'явіліся вот у гэтым спісе, я не знаю, тэрарыстаў с этой паметкай, што асаблівая увагу да яго звяртаць, гэта лукашэнкаўскі рэжым вас унёс у спіс Інтэрпола там нейкага там на вышук, ці это мясцовыя ўлады там з-за того, что вы былы сілавік і яны как бы вот это зрабілі? Нет, я отвечу на ваш вопрос так, что местные власти, они исключительно корректно относятся к силовикам, пускай могу допустить, что с некоторой осторожностью, но исключительно корректно. И если бы они объявляли что-то или там предпринимали какие-то меры, то сначала бы они поставили меня в известность. А так как это произошло, то я это предполагаю просто, что они по факту получили какую-то информацию, как вы говорите, из Интерпола, возможно, от другого источника, например, с территории Республики Беларусь, с какой-то информацией, которая заставила их поступать именно таким вот образом. В то же время, за все время, что я здесь проживаю, никто никаких нареканий не имеет. Никогда у меня не было каких-то вопросов. Мы живем с семьей, работаем, занимаемся спортом. Все, можно сказать, хорошо. Ну я до того, что в прынцыпе нешта ж трэба рабіць для того, каб вы не былі вось з гэтай чырвонай паметкай, каб не былі ў гэтай базе, а для того, каб нешта рабіць, трэба атрымаць нейкую інфармацыю все ж таки, якім чынам вы там апынуліся. То есть вот вы нешта прадпрымалі, каб это высветліць, ёсць нейкі канкрэтны вынік ці не? Местные органы власти такой информации не дают. А то, что мы знаем, это то, что мы знаем все вместе с вами. И то, что вы знаете, и то, что я знаю, то, что знает Байпол. О том, что режим белорусский, теперешний удерживающий власть, он защищается таким образом. Он очерняет всех, кто может как-то высказать свое мнение. Он противодействует тем, кто может как-то устроить им какие-то, скажем так, проблемы или выразить как-то мысль для них, может быть, как-то неприемлемо. Они так защищаются таким образом.
Ну да, зразумела. Я просто для чаму удакладняўся. Я ведаю, что наш адвокат беларускі, былы кандыдат у прэзідэнты на выборах 10-го года Олесь Михалевич займаецца вось менавіта гэтымі справамі, звязанымі з Інтэрполам, абаронай правоў і з выкрэсліваннем са спісаў вышуку Інтэрпола беларусаў, якіх туды унёс па палітычных матывах лукашэнкаўскі рэжым. Ну таму вот такое просто каб ведаць, ці раіць вам да Михалевича того ж самага звяртацца, ці у вас ёсць свае там варыянты магчымасці гэта ўсё вырашыць, там дзякуючы там з падтрымцы того ж самага байпола Александра Азарова, ці можа быць кіберпартызанаў, ці каго іншага. Я могу добавить. Да, калі ласка. По этому вопросу, что Сергей присоединился к Байполу еще в 2020 году, его внесли в список террористов, и, соответственно, Интерпол продолжает сотрудничать с режимом Лукашенко. Вот эта ситуация показывает, поскольку это событие вот последних недель. И поэтому наша задача решить этот вопрос с Интерполом. Ранее писались письма в Интерпол, и мы знаем, что именно от Светланы Тихановской никакого ответа не поступило. А также была информация, что представители МВД Беларуси, режима Лукашенко, до сих пор участвуют в мероприятиях Интерпола и выезжали в Лион. Об этом была информация на белорусских каналах опубликована. Вот. Я так понимаю, что Интерпол снял известных людей с розыска, таких как Павел Латушко, Тихановская, Азаров, а остальных людей, которые, значит, засветились в борьбе с режимом Лукашенко, но публично себя нигде не проявляют, они остались в этой базе. Вот и они имеют большие проблемы. Получается, тот же Сергей при выезде в другие государства может поиметь проблемы, может быть задержан. Поэтому эту проблему нужно, конечно, однозначно решать. Согласен. Ну так, вось Амадей пытаецца гэта ў Польшчы. Не, наколькі я ведаю, гэта не ў Польшчы, таму што спадар Сергей жыве не ў Польшы, а ў іншай краіне. Калі ён захоча, ён сам удакладніць у якой, але можа з пытанняў бяспекі вырашыў не удакладняць, але канкрэтна гэта не ў Польшы. Ну вось сапраўды дзіўная сітуацыя, што еўрапейскія краіны, ну можа не еўрапейскія краіны, а Інтэрпол па-ранейшаму вось так супрацоўнічае, па-ранейшаму застаюцца людзі ў гэтых спісах Інтэрпола на вышук, унесеныя туды лукашэнкаўскім рэжымам па палітычных матывах. Ну але праца вядзецца. Але мы вернемся да таго, як можна ўплываць на гэтую сітуацыю рознымі метадамі нам, беларускаму боку, дэмсілам. Але спачатку тады, спадар Александр, да вас будзе пытанне. Ну тут бачыце, я-то Сергеем першы раз і таму спытаўся, чаму ён вырашыў. Тут чаму вы у гэтай справе дэмакратычных сілаў мы ведаем даўно. Але у вас ёсць байпол. Вы ў прынцыпе застаецеся кіраўніком плана перамога пры аб'яднаным пераходным кабінеце. Ну, то есть вам ёсць чым заняцца. Навошта вы ідзеце ў координацыйную раду? Одна справа, ну вот чалавек вот вырашыў праявіць сябе, а так вы и так проявляете. Ёсць чым заняться. Навошта? Ну, вообще, вы, наверное, не слышали новостей. Я вышел из кабинета, я уже не представитель по плану перемога при кабинете. Вот я только являюсь руководителем Байпол. Значит, и почему мы идем в Координационный совет? Значит, Координационный совет – это орган, который будет создан путем выборов. Это впервые орган, который создается путем выборов, поскольку все предыдущие Координационные советы первого созыва, второго – это было назначение. Либо сами желающие люди записывались. Вот и выборный орган, он имеет больше легитимности, чем представители различных просто организаций. Если напишет кіраўнік Байпол запрос в Интерпол, либо запрос в Интерпол пойдет от Координационной рады, выбранной белорусами. Это представительный орган, это большая разница. В Евросоюзе, в демократических государствах именно выборные органы имеют
большую легитимность, поскольку каждый человек, находящийся в этом органе, он выбран определенным количеством избирателей, и он несет идеи этих избирателей и работает на их благо. Итак, в Евросоюзе, вы вспомните Зеленского, когда началась война, он поехал по Европе и просил денег и оружия на борьбу с Россией, никто ему не давал. Он общался с политиками. Потом они устроили обращение к населению Евросоюза и значит, стали проводиться митинги избирателей, которые требовали от своих политиков, от выбранных, дать Зеленскому оружие и деньги на борьбу с Россией. И поэтому мнение избирателей стало мнением политиков. И вот и Зеленский победил. Он получил как раз и оружие, что сейчас помогает Украине удерживаться и в том числе проводить и наступательные операции. Спадар Сергей, я до вас яшчэ звярнуся з таким пытаннем. Все ж таки, калі мы кажам про нейкую выбарчую кампанію, то звычайна, і вы самі ведаеце, что у Еўропе удзельнікі ўсіх выбарчых кампаній, нават самых таких низавых узроўняў, гэта прадстаўнікі нейкіх палітычных сілаў, якія ідуць з нейкай палітычнай праграмай. Вот можно сказать, что вы таксама з нейкай палітычнай праграмай ідзіцё, или у вас такі, умоўна кажучы, як у сілавіка і силовая программа? Хороший вопрос. Значит, я постараюсь максимально коротко и понятно объяснить, что я знаю, что делать. Я буду делать то, что считаю нужным, и так, как я знаю. И это будет правильно. Другое, что я хочу сказать, у нас есть программа. Она такая компактная, но она освещает как раз те важные вопросы, которые необходимо решить изначально. Изначально, для того, чтобы было верховенство закона, для того, чтобы не было нарушений и так далее. Краткие пункты, допустим, можно характеризовать примерно так. Это противодействие режиму, захватившему власть. То есть это всем понятно. Каким способом и в каком контексте мы будем это осуществлять, я пока, с вашего позволения, оставлю это. Для того, чтобы никто нам, грубо говоря, ничего не испортил, и чтобы нам не сделали так, чтобы мы не смогли реализовать свои начинания. Я думаю, вы поймете меня правильно, и слушатели тоже поймут. Дальше. Противодействие гибридной аннексии, которая происходит в вялотекущем режиме, но это происходит, это всем понятно. И никуда от этого не денешься. Скрыть это тоже уже невозможно. Поэтому мы тоже имеем определенные, скажем, наработки, начинания, и мы попробуем их реализовать. Опять же, почему я сказал сейчас попробуем, а не именно реализовать? Потому что для этого нужно подвести ситуацию. Это не просто так делается, что взял и реализовал. Ну и, конечно, восстановление закона и справедливости на всей территории Республики Беларусь, в том числе направление Беларусь в демократический путь развития. Это тоже всем понятно, это общие такие принципы, но еще раз повторюсь, просто чтобы вы меня поняли правильно, о том, что мы не можем в прямом эфире рассказывать о том, что мы завтра будем делать это, а послезавтра это. Придет время, мы вам и объясним, почему мы так делаем, для чего мы так делаем. Возможно, даже нужна будет какая-то помощь и поддержка. Но сейчас мы ограничиваемся тем, что мы посвящаем избирателя в конкретные пункты нашей избирательной программы. Они простые, понятны. И говорим о том, что мы, как бывшие силовики, гарантируем то, что зависит от нас, мы будем делать, реализовывать и будем отчитываться нашему избирателю за то, что мы сделали, успели или к чему ситуация располагает. Вот кратко вот так. Зразумела, что безумоўна, калі распрацоўваецца нейкі план у любым выпадку па змене рэжыма там ці яшчэ што-небудзь, усе нюансы расказваць
покрокова, ну просто глупо было б, потому что каб не ведалі як да чаго рыхтавацца, гэта зразумела, але коорднацыйная рада, ну гэта ў прынцыпе такі палітычны орган, пагаварыць, абмеркаваць, выпрацаваць нейкае такое больш палітычнае бачанне таго, як дзейнічаць. А вы гаворыце ўсё ж таки пра такой больш такі сілавы падыход, умоўна кажучы. Ці месца коорднацыйная рада для таго, каб, ну вот умоўна кажучы, для тых распрацовак плана, ну якім павінен генштаб умоўна займацца? Значит, я вам так скажу, любой свободно мыслящий белорус понимает, что именно сейчас вот этот третий созыв этой координационной рады, он выборный. Каждый белорус, пускай он немного рискуя, но он может свободно выразить свой голос. Это очень важно. И этот голос будет учтен. И если белорус проголосует, например, вот как вы сказали, за силовой блок и силовое решение, то я, соответственно, Александр, соответственно, мы будем представлять этого белоруса, и мы будем отстаивать свое силовое решение именно так, в таком вот видении, как мы это делаем. Не такими способами, я замечу, не такими способами и не так, как это делалось, допустим, или делается в Беларуси сейчас, но мы знаем, у нас есть, мы изучаем мировой опыт правоохранительных органов, мы знаем, как правильно, почему так правильно и для чего нужно дать именно белорусу возможность свободно выразить свое мнение, которое будет учтено. Плюс ко всему, на вторую часть вашего вопроса я отвечу так. Значит, координационная рада – это действительно совещательный орган. Да. Но он дает возможность реализации своих начинаний, потому что вы выбраны народом, который проголосовал, он поддержал, и вы от имени этих людей, которые вас поддержали, то есть избирателей, имеете право и обязаны выражать их отношения, поддерживать и реализовывать те планы, в соответствии с которыми они проголосовали за вас. Очень важно соблюсти вот эти пропорции. Спасибо. Александр, вы хотели нечто додать на эту тему? Да, я хотел додать, что нужно различать деятельность байпол организаций, да, и команды «Закон и правопорядок» в Координационном совете. Байпол – это, да, разработка планов, но в Координационный совет – это не место, где разрабатываются планы по установлению демократии в Беларуси, по смещению режима Лукашенко. Это как раз, как вы правильно заметили, должен заниматься Генеральный штаб Министерства обороны. Вот. Поэтому план – это байпол, закон и правопорядок – это совсем другая история. Спадар Сергей, я хотел бы до вас еще звярнуцца с таким пытаннем. Мы калі перед початком нашей вот эфира стрыма вы сказали, давайте, может быть, я буду говорить по-руску, каб силовикам, якія знаходятся у Беларусі было больш зразумела, каб до іх лепш дайшло. Ведаеце, я з гэтай нагоды прыгадываю гісторыю 22-го года, калі Сахашчык выйшаў там в форме десантника, звярнуўся да сваіх калег-сослужыўцаў, вайскоўцаў, что вот война ва Украине пачалася, такая актыўная фаза, давайте вот, ну, как-то что-то вот не долучаться, не падтрымліваць, супраціўляцца. Ну и такое адчуванне, что яго асабліва-то ніхто і не пачуў сярод вайскоўцаў. Як вы думаете, вас пачуюць? Значит так, почему на русском языке? Потому что вся документация ведется на русском, и по умолчанию вся вот эта ситуация, которая сложилась с силовым блоком, захватившей власть в Беларуси, там по умолчанию все ведется на русском языке и поддерживается русский язык, русские традиции для того, чтобы именно отождествлять себя как вот люди, которые с братским народом там что-то братское делают. С моей стороны, конечно, да.
можем размаўляць і по-беларуску, і это наша мова и так далее. Но в то же время про тот пример, что вы привели, и про себя я скажу, что то обращение, которое я делал в 2020 году, оно тоже написано на русском языке, написано таким языком доступным для того, чтобы ОМОН понял это обращение, для того, чтобы они поняли, что это именно я делаю это обращение, и много таких вот вопросов. То есть я бы здесь не говорил именно так, что на русском сказал и никуда не дошло, или на белорусском. Не, спадар Сергей, пытанне-то ў тым, што па-руску, па-беларуску, а пытанне ў іх саміх, у тым баку. Яны пачуюць вас, яны зразумеюць, яны скажуць, што это вот былы ОМОНовец, этот вот здраднік, который там удрал и зараз там в этой Гейропе там жируе сядзіць. Это уже не наш, это вораг нам. То есть можешь и такое, хутчэй за ўсё, як мне падаецца, менавіта такое стаўленне будзе да вас, і адпаведна да ваших словаў. Вот я про то і кажу, яны зразумеюць, яны пачуюць, вот ёсць адчуванне, што яны памяняюць свае погляды, паслухаўшы вас, ваши размовы. За обращение Сахарчика я ничего не могу сказать, но я могу ответить на ваш вопрос, исходя из той информации, что я получил по своему обращению. Значит, я видел и в комментариях, и в контактах, и те, кто пытались со мной связаться, я видел тех людей, с которыми вместе проходил службу, видел других новых людей, и как бы они пытались найти контакт, пытались там как-то себя проявить о том, что они заинтересованы, но дело дальше не пошло, потому что режим как раз-таки обрезал вот эти ниточки, которые связуют нас. И таким образом я могу сказать, что не имеет большого значения, русский это язык или белорусский, это только для идентичности. Но как бы каждый, кто считает себя и хочет считать свободным человеком, он может изъясняться на любом языке. Кроме того, в том контексте, что понимают ли они нас или нет, поверьте мне, что в глубине души мое обращение, или будь то обращение любого другого силовика или политика, оно трогает человека. Остается только за кадром то, как человек на это реагирует, обсуждает он это с кем-то, или он хочет это оставить в тайне. Согласитесь, что нельзя в теперешней ситуации просто так взять и выйти и сказать, что я вот посмотрел обращение того или этого, и я вот хочу вот так сделать. То есть этого силовика сразу сделают не силовиком, это как минимум. Плюс ко всему, что вы сказали, что там здрадник и все такое, никто такого не говорит, по крайней мере, обо мне этого не слышал. Опять же, я не здрадник, а я человек свободный, который делает свободный выбор. А то, что меня не отпускали оттуда, а я поступил таким образом, что просто взял и написал рапорт и уехал на охоту, это тоже мое право. Можа быть, вы все ж таки як чалавек з той сістэмы, які ведае псіхалогію тых людзей, ну вот хто служа там у АМАПе, у всіх гэтых собрах і ўсім астатняе, патлумачыце, вот кажуць жа новая, калі мы кажам про новую Беларусь, про новую уладу, змену рэжыма, кажуць, вот гэтыя сілавікі, яны з-за апошняга будуць, ну скажем, нават не тое, што Лукашэнку, а гэты рэжым абараняць, таму што пры гэтым рэжыме, па-першае, да іх не прыйдуць і не скажуць, ну-ка давай зараз адказвай за свае злачынствы, давай-ка правядзём люстрацыю і паглядзім пад суд ці там просто без права магчымасці займаць гэтую пасаду ці яшчэ што-небудзь. Плюс яны атрымалі кватэры, плюс яны маюць добрыя заробкі, розныя іншыя там пранікі, цукеркі. І я ўжо не кажу пра ідэалагічную апрацоўку, якая там праводзіцца. Все ж таки, як вы лічыце, гэтыя людзі, магчыма іх перацянуць на гэты бок, ці это ўсё ж таки уже конкретно вот тыя, хто будзе стаять на баку рэжыма? Значит, в одном вопросе вы задали несколько вопросов. Я позволю себе начать отвечать именно с вопроса апрацоўки. Значит, я так скажу, по поводу всех вот этих зомбирований, вибрирований и всего остального. Зомбированию поддается человек тот, который хочет быть зомбирован, и никак и не иначе. Я не хочу быть зомбирован.
Я трезво всегда оцениваю любую обстановку, ситуацию и сам делаю выбор. Поэтому, как меня нельзя зомбировать, я сам по себе. Те, которые хотят зомбироваться, да, возможно, они в силу какой-то там слабости или своего личного какого-то желания или хотения, они, может, хотят там подыграть системе или там как-то проявить себя в этой системе. А тоже, кстати, о чем вы сказали, возможно, это возможно, да, но опять же, это добровольное человека, его желание подвергнуться какой-то обработке. Это один вопрос. Далее, значит, о том, что есть кредиты, квартиры, машины, все такое. Ситуация изнутри выглядит немножко иначе. Я попал в спецподразделение, потому что я спортсмен. То есть я служил в войсках, я выиграл соревнования, мне дали отпуск 10 дней, я приехал домой, встретил своих друзей, которые сказали, что создается спецотряд милицейский, ОМОН, который называется, там все спортсмены, все специалисты, а ты стреляешь без промаха, давай к нам. Конечно, я как бы согласился, я дослужил и вернулся, прошел там необходимые все тесты, комиссии, все такое. И вместе со всеми другими моими друзьями, спортсменами продолжил службу. Как бы есть другая ситуация, допустим, о чем я вот вам хочу ответить на ваш вопрос. Значит, системой, которая удерживает власть, выстроена определенная, скажем так, пирамида отношений. И если отец человека работает в исполкоме, то его сын или дочь, имеющие образование, получат более приоритетное назначение, нежели работал бы он там мастером цеха какого-нибудь там или что-нибудь такое. Вы сами понимаете. Это можно назвать словом коррупция. Но оно больше похоже на такие семейные отношения. То есть отец работал 20 лет в милиции, понятно, что его дети будут тоже работать в милиции, причем хорошо, потому что он изначально создаст им такие условия, которые будут способствовать тому, чтобы они быстрее продвигались, там, улучшались, и, как вы говорите, квартиры, машины, кредиты, все такое. Это имеет место быть. То есть это даже замечают те, кто вместе служат, работают и так далее. Там возмущаются или нет, давайте этот вопрос оставим. Но это имеет место быть, и вы правы в том, что такому человеку сказать, что давай-ка ты придерживайся свободных взглядов и демократических настроений, нельзя. Потому что он действительно не отреагирует, и наверняка больше того. Он просто пойдет к своему папе, маме и скажет, что вот там такой-такой, излагал такие мысли нехорошие и так далее. И это возымеет определенные последствия, понимаете? Поэтому нам надо искать такой подход, чтобы это было очевидно для тех людей, которые сейчас еще служат. И понятно, почему именно так должно быть. И почему не должно быть так, как оно есть там сейчас. И есть люди, которые хорошо понимают, есть люди, которые хорошо разбираются в ситуации. Единственное, что некоторые молчат, а другие просто не могут говорить. Вы понимаете, о чем я. Дякую вялікі. Спадар Александр, у каментары прыйшоў ваш даўні прыхільнік под ником Злой Дальновой, который пишет: я недавно получил серебряную кнопку Ютуба и буду агитировать всех за Азарова. Не ведаю, правда, як одно с другим звязано, но але хай будем. Логика такая у человека. Александр толковый мужик, мой голос и голос моих людей за него. Ну, мы живем у демократычных краінах і ўвогуле прадстаўнікі дэмакратычных сілаў, таму дальнабой можешь галасаваць за кого заўгодна, за спіс вось законы правапарадак, ці за еўрапейскі выбар, ці за волю, ці яшчэ за каго-нибудь. Галоўнае, каб сапраўды набраўся смеласці, прыйшоў і прагаласаваў, а там ужо выбор за табой. Але, спадар Александр, пытанне маё такое будзе. Неяк мне напісаў знаёмы чалавек, які кажа: вот у мяне две вышэйшых адукацыі,
Я больш за 10 гадоў прапрацаваў на кіруючых пасадах і ведаю, як кіраваць калектывам, што это азначае і ўсё такое. Говорит, ну вот і я пры ўсім гэтых вот сваім вопыце адукацыі не магу зразумець, што азначае прадстаўнічы орган Беларусі, координацыйная рада. Кажа, вот попроси тых людзей, якія ідуць у гэты прадстаўнічы орган, патлумачыць, што гэта значыць прадстаўнічы орган, каго прадстаўляюць, на якім узроўні, увогуле ці адпавядае яно вот этому структура координацыйнай радзе, вось гэтаму высокому слогу. Вот што вы адкажаце этому чалавеку? Тут все элементарно. Я не думаю, что человек, о котором вы говорите, не понимает, что такое представительный орган. Представительный орган – это и орган, который избирается всеми белорусами. То есть белорусы голосуют и выбирают своих представителей, и сбор этих представителей – это и является представительным органом. Это, в Беларуси вообще существует 3 ветви власти, как вы знаете: исполнительная, законодательная и судебная. Вот это законодательная власть. Конечно же, Конституционный совет не может сейчас принимать законы, он может разрабатывать проекты, в принципе, которые в будущей Беларуси при смене власти можно будет применить и использовать. Вот. И, кстати, это также одна из наших тем в программе разработка реформ силовых структур Беларуси, чтобы они служили народу, а не режиму, а не власти, и не использовались представителями власти в политических целях. То есть каждый сотрудник, который служит, пускай в милиции, пускай пошел он в вооруженные силы, он должен понимать, что его не будут использовать против своих же белорусов. То есть если ты служишь в армии, то ты, значит, должен обеспечить безопасность белорусов от внешнего врага. Если ты служишь в милиции, ты обеспечиваешь общественную безопасность. То есть ты борешься с преступниками, но не с не с теми белорусами, которые вышли на митинги и протестуют. Посмотрите Польшу, да, в Польше... Вот я заметил, оппозиция вышла на митинг, и полиция ее охраняет. Она стоит спиной к людям, которые митингуют. То есть они смотрят, чтобы посторонние хулиганы на них не напали и не мешали им проявлять свои, значит, права. Ну, ось акурат таки было пытанне ад гледача пад нікам Рамона, які пытаўся, як спікеры бачуць рэформы сілавых структураў у вольнай Беларусі. Ну, с Александром мы ўжо на эту тэму не раз гаварылі, а у вас ёсць сваё бачанне, спадар Сергей? Значит, в любом случае координационный совет, он должен будет выражать мнение избирателя, который проголосовал за тех людей, которые будут выбраны. В любом случае какие-то решения будут. Согласитесь, трудно сейчас говорить о том, что как это будет и в каком контексте оно будет выражаться. Но, опять же, повторюсь то, что я говорил изначально, что мы, закон и правопорядок, мы оцениваем эту возможность как то, что мы сможем реализовать в практическом смысле некоторые наши начинания, которые послужат основой для того, чтобы идти дальше по демократическому пути развития. В том числе и реформирование всех силовых ведомств, в том числе и как бы социально-психологическая адаптация тех, кто закончил, или тех, кто хочет закончить службу. Много таких вопросов, которые можно решить. И много таких вопросов, которые можно будет решить, сделав что-нибудь для того, чтобы они стали решаемыми вопросами. Понимаете? Для этого надо сделать шаг и провести выборы, закончить их и работать. 2 года, которые дается, это не очень большой срок для реализации, но мы наметили и постараемся сделать много, насколько это возможно за это время. Дякую вялікі. Спадар Александр, вот вы зараз знаходзіцеся ва ўкраіне і ладзілі шэраг такіх важных сустрэчаў. І гэта тое, што вы там ва ўкраіне, што сустракаліся на такім высокім узроўні дастаткова. Інфармацыя была паўсюль у незалежных СМІ. А безумоўна, там лукашэнкаўскія спецслужбы ўсё это адсочваюць, манітораць, дакладаюць наверх. І сёння
Лукашенко поехал проверять, як працуе сістэма ПВО, прыгадваючы сітуацыю з мачулішчамі, з усім астатнім. Это вы так напалохали деда, что вот проехали ва Украину зараз с СБУ там изноў про нешта договоритеся и изноў какие-нибудь чарговые мачулішчы здараться, вот и побег проверять систему ПВО. Звязано гэта ці не? Я не думаю, что это связано с моей поездкой. И основная цель поездки была именно передать списки белорусских партизан, которые были осуждены за помощь Украине в этой войне, украинской стороне. Значит, этот вопрос мы прорабатывали вот с осени 23 года, и сейчас была достигнута договоренность, и я как раз приехал именно благодаря этой договоренности, встретился с Игорем Кизимом, послом Украины в Беларуси, и передал ему данные списки. Как он мне сообщил, вопрос белорусских партизан как бы не обсуждается в политических кругах Украины, и он особо не поднимался. Вот и он обещал данный вопрос поднять перед своим руководителем, министром иностранных дел, ну и перед другими украинскими политиками. Вот я ему сообщил, что это очень важный вопрос. Мы передали список 17 партизан, да, но это не все партизаны, их можно добавлять в этот список. Вот мы собрали подробные сведения, за что они осуждены, где они отбывают наказание, их персональные данные. Конечно же, было бы идеально, чтобы их включили в список для обмена, вот, чтобы они поступили в комиссию по обмену военнопленными, поскольку эти люди фактически, хотя не имели военного билета Украины, они воевали за Украину. Они останавливали поезда российские, которые везли вооружение, они получили огромные сроки, там до 20 лет лишения свободы, и даже некоторые были расстреляны, получили огнестрельное ранение. Все это было доведено, и мы надеемся, что работа пойдет с этого момента. Ну ось акурат таки з гэтай нагоды было пытанне ад вожыка патрыёта, якіх крокаў Азараў чакае ад Украіны. Мы бачым, што нават беларусы з ЗСУ, якія трапілі ў палон, не вызваляюцца, і там цішыня. Да, мы обсуждали этот вопрос с Игорем Кизимом. Конечно, это вопрос очень тяжелый. И в первую очередь украинцы, конечно, смотрят за своими украинскими военнопленными. Так бы поступало любое государство. Вот, но наша задача белорусских демократических сил отстаивать интересы именно белорусов. Поэтому мы будем отстаивать интересы белорусских партизан. И я, кстати, некоторых партизан представлял к награде 1 февраля этого года, выслал в кабинет представление о награждении партизан. Так, пытанне, ну, пишуць пытанне Азарову, але я думаю, что тут варта, можа быть, і спадару Сергею выказаць сваю пазіцыю. Пытаюцца, вам не падаецца, что гэтыя выборы ў координацыйную раду гэта выборы для выбораў, маўляў, яны нічога не дадуць. Спадар Сергей, вот як вам бачыцца чалавеку, які вот толькі пачаў сваю палітычную кар'еру, можна сказаць, яшчэ новы чалавек у гэтай структуры, можа быть, вам лепей звонку бачна ўсё это? Я не говорю о моей какой-то политической карьере. Я хочу реализовать свои практические начинания, практические шаги. И для этого нужно войти в координационный совет, чтобы иметь возможность с представителями других государств, других силовых ведомств решить определенные необходимые нам для реализации и для того, чтобы поставить Беларусь на демократический путь. Дальше. Почему это важно сейчас? Потому что это первый раз будет голосование. Любой белорус может выразить свой голос, который будет подсчитан. Это очень важно. Да, на территории Беларуси это будет происходить с неким риском. То есть каждый для себя сам решает, будет он голосовать, как он будет голосовать, что он будет делать. Но мы даем возможность, не мы даем, а нам дали возможность, которую мы используем, чтобы люди свободно, осознанно выразили свой голос. Это очень важно, это понимать. Александр? Я, кстати, хотел бы призвать всех белорусов принять участие в этом голосовании, потому что это очень важно. Это последний, может быть, шанс
продолжить борьбу на новом уровне. Координационный совет избирается на 2 года, и 2 года он будет легитимный, и 2 года у нас будет возможность через него решать насущные проблемы белорусов. Спадар Сергей, может быть, пытанне не по тэме, но мяне даўно яно цікавіла, калі я пачуў гэтую навіну, і просто да вас як да снайпера, прафесіянала, пытанне. Тут днямі Шуневіч заявіў пра тое, што ён з паляўнічых будзе гатаваць снайпераў. Як вы думаеце, ці атрымаецца, ці кожны можа быць снайперам, і для чаго гэта трэба Шуневічу? Вот снайперы, там некая каманда снайпераў паляўнічых, вот такую ролю яна можа выконваць. Но как бы повеселиться можно по любому вопросу, если захотеть. Для начала нужно задать себе вопрос «Зачем?» и «Почему?». Если мы говорим о снайпере, то снайпером не становится, потому что вот я хочу им быть. Эта профессия выбирает человека. Человек должен быть всегда однозначно холоден, человек должен быть всегда разумен, и человек должен выживать в любой ситуации. Снайпер, он всегда один, он сам принимает решения, он сам знает, что делать, он знает почему, он планирует, что будет дальше, исходя из этого делает какие-то определенные шаги. Мы сейчас не говорим о практической стороне вопроса. Кроме того, что стрелять и иметь хорошее зрение, нужно иметь хороший мозг и чувство пальцев и всего остального. Плюс нужно чувствовать, куда ты попадешь, а не откуда ты стреляешь. И все такое. То есть здесь много о чем можно говорить, но то, что вы сказали про каких-то там снайперов-паляуничих, ну... Знаете, что мне пришло сейчас в голову? Значит, когда-то давно, 1000 лет назад, англичане нанимали викингов для того, чтобы избавиться от викингов. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Ну да. Такой можна канспіралагічныя всякие розныя версіі. Дарэчы, вось пытанне ад гледача пад нікам Бутрым Алексей. Ён пытаецца: спадар Сергей, што рабіць сілавікам у Беларусі, як ім супрацьстаяць рэжыму? Ну я б, конечно, дадаў пытанне, ці засталіся там тыя, хто хацеў бы яшчэ супрацьстаяць рэжыму, можа быць, хто сумняваўся ці быў супраць дзеянняў рэжыма ўжо там у 20-м, 21-м, ну там уже сышлі, а тыя, хто застаецца, ці хочуць ім, тым не менш, вось такое пытанне. Я соглашусь с вами. Именно так обстоят дела. Кто хотел уйти, тот ушел в 20-м, после 20-го, до 20-го, допустим, в любом случае. Но исключать ту возможность, что есть разумное и оценивающее правильно обстановку и понимающие, что происходит, это тоже нельзя. И, соответственно, нельзя просто так сказать, что все силовики плохие. Точно так же нельзя сказать, что все силовики хорошие. Давайте мы будем относиться избирательно и к этому вопросу в том числе. То есть будем говорить о том, что есть силовики, которые разделяют и продолжают участвовать во всех вот этих власть-захватнических мероприятиях. А есть силовики, которые не разделяют, но продолжают участвовать в силу каких-то определенных обстоятельств, только им известных, допустим. А есть те, которые не разделяют и не желают участвовать, которые каким-то образом, допустим, избегают участия в той или иной, допустим, исполнения какого-то приказа соответствующего или несоответствующего. И много таких вот вопросов, которые друг с другом связаны, и в то же время они немного по-другому характеризуют каждую отдельную ситуацию. Поэтому я бы сказал так, что мы для себя в том же плане Перамога, в других начинаниях мы для себя определились о том, что те люди, которые закончили, мы с ними общаемся и помогаем, и они нам помогают, рассказывают, показывают. А те, которые там остались, это тоже важно для того, чтобы они знали, что мы их тоже
поддерживаем в том смысле, чтобы направить Беларусь на демократический путь развития. И даже если они явно не могут, а это понятно по каким причинам, они не могут проявить себя в демократических начинаниях, но где-то внутри, в сердце они теплят надежду. Возможно, мы потом когда-то сможем ее реализовать. Так, ну что ж, трэба завершаць нашу праграму. Спадар Александр, было шмат пытанняў наконт плана перамога там і гэтак далей. Ўсё ж таки можете сказаць пару словаў пра сённяшні стан яе? Да, я уже сказал, что план перемога относится к байполу, но никак не к команде «Закон и правопорядок». Сейчас ведется работа, целенаправленная, ежедневная, можно сказать, нудная. Это работа по созданию ячеек на территории Беларуси. Вот в байпол выделены несколько сотрудников, которые ежедневно просто общаются с участниками плана, записавшимися. Мы будем делать рассылки еще, кстати, если люди будут получать, обращайте внимание, что сравнивайте аккаунт, с которого пришел, чтобы это был оригинальный аккаунт байпол. Вот. И пока мы не видим возможности, не созрела ситуация поднятия, реализации плана, либо там, как многие думают, поднятия восстания на территории Беларуси. Нету предреволюционной ситуации. Поэтому сейчас работа просто вот идет создание ячеек, общение, получение информации, которую можно использовать в оперативных целях. Дзякуй вялікі. Ну што ж, на заканчэнне некалькі словаў можете кожны сказаць, да, как бы звярнуўшыся да беларусаў, да будучых выбарцаў каардынацыйную раду, ну ці да тых, хто сумняваецца, трэба яму гэта ці не трэба. Што б вы хацелі сказаць, спадар Сергей? Я скажу о том, что я рад, что у белорусов появилась возможность реализовать свое право голоса в свободном выражении, то есть они сами могут определиться, за кого, почему, для чего, почему именно так они хотят поступить и проголосовать. А со своей стороны я скажу, что в случае, если мне предоставят возможность реализовать то, что я хочу сделать для того, чтобы Беларусь стала свободной, я с удовольствием использую эту ситуацию максимально продуктивно и максимально, что я смогу реализовать. И, наверное, потом, попозже немножечко некоторые пункты мы сможем осветить, но не сейчас. Спасибо. Дякую. Спадар Александр. Ну, я хочу, конечно же, призвать белорусов, опять же, голосовать. Изучайте внимательно списки людей, которые находятся в этих списках, программы, и примите правильное решение. Но со своей стороны, я считаю, что все достойны, 12 команд, они все достойны попасть в Координационный совет. И, конечно же, хотелось бы, чтобы представители всех команд попали туда, и благодаря этому мы начнем работу на новом уровне. Дякую вялікі. Ну что ж, я нагадаю, что з нами на сувязі былі прадстаўнікі выбарчага спіску «Закон і правапарадак», лідар спіску Александр Азаров і нумар 6 у гэта ж спіску былы баец МАП, снайпер Сергей Макар. Дякую вялікі ўсім. Подписывайтеся на сацыяльныя сеткі і байпола, і координацыйнай рады, дзе ідзе ўся інфармацыя, ну і безумоўна на YouTube канал Еўрарадыё. Ну а злому дайнабою, які хваліўся 105 тысячамі і срэбнай кнопкай, скажу, что амаль 127 тысяч подписчиков у YouTube канала Еўрарадыё. Ну але наколькі я ведаю, YouTube зараз кнопки розным с ютуберам, якія звязаныя с маюць беларуская там прапіску ці расійскую, не дасылае у сувязі с вайной, саўдзелам і суагрэсіяй з гэтай нагоды. Але тым не менш, Координацыйная рада і выбары да гэтага дачынення не маюць. Гэта ідзе асобным кейсам, да якога вам усім раю далучацца. Да сустрэчы і жыве Беларусь. Жыве вечна. Жыве вечна.